В эфире БСТ, передача «Интервью», в студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях адвокат Роман Петров, с которым мы поговорим о недобросовестных косметологах. Роман Вячеславович, приветствую вас. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, Роман, хотелось бы узнать, в частности, о косметологии. 238-я статья Уголовного кодекса, она попала под поправки. Что это значит и вообще, что это за статья? Давай вначале разъясним нашим телезрителям. Сейчас же у нас идет изменение с современными реалиями, ввиду современных реалий, законодатель, естественно, меняет и законы. В частности, косметология, о которой мы говорим, это медицинская помощь, и законодатель на сегодня уточнил понятие самих медицинских услуг. Раньше у нас было медицинские услуги, они попадали как все обычные услуги. Но на самом деле есть же специальные нормы законодательства, и система вообще законов, она существует таким образом в России, что специальные нормы, они выше общих, обычных. И раз есть специальное законодательство медицинское, оно в последние годы, последние 10 лет, скажем так, претерпело много изменений и уточнений, то оно впереди, и оно самое главное. Поэтому эту статью, скажем так, в отношении врачей декриминализировали. В отношении медицинской помощи сохраняются те статьи уголовные, по которым наступают последствия для здоровья граждан. Это, в частности, за наступление именно причинения тяжкого вреда здоровью. Эти статьи никто не отменял, и по ним врачей в случае оказания такой недобросовестной медицинской помощи, в том числе и косметологов, будут продолжать привлекать. Ничего не меняется. То есть косметологи недобросовестные, я подчеркну, да? То есть они не смогут дальше так и калечить людей, или что? Калечить нет, но очень сложно во многих случаях доказать именно причинно-следственную связь и доказать именно, что человек обращался к одному, к другому косметологу. Если документы должным образом не оформлены при оказании услуги, чем грешат как раз частные, очень часто частные, коммерческие эти клиники. Которые работают из-под полы, да, те же самые? Конечно, которые работают просто на дому, в каких-то снятых помещениях, не лицензируясь, не получая разрешения, не обучаясь, не имея сертификатов. Именно за это, за отсутствие документации и оказание услуг без соответствия этим правилам по 238 и привлекали их наряду со всеми другими видами деятельности. Но так как медицинская помощь имеет отдельное специальное регулирование, то законодатель, исходя из концепции добросовестности оказания этой помощи, потому что мы предполагаем, и закон предполагает, что все люди, косметологи, врачи, они все-таки действуют добросовестно. И именно злодеев, жуликов, мошенников среди их незначительное число, поэтому зачем на всех такую норму применять? И на самом деле это мешало работе медицинских организаций в этой сфере. Но мы должны понимать, что многие люди, которые действуют недобросовестно, они уже этим воспользуются, потому что мы знаем, что есть прекращенные уголовные дела. Да, совершенно верно. Не так давно, кстати, в отношении очень известного у нас в Башкирии косметолога прекратили расследование уголовного дела, о чем она, конечно, заявляла в социальных сетях. Но хотелось бы узнать, но гражданское правовые-то отношения никто не отменял. Никак не влияет. Учитывая то, что она причинила тяжкий вред здоровью, то есть с иском в суд также может пострадавший обратиться и взыскать с нее, да, компенсацию морального вреда. За тяжкий вред здоровью все равно уголовная ответственность сохраняется. Но экспертизы проходят очень длительное время по таким делам уголовные. И за это время, к сожалению, как работает это все. Там 2 года срок привлечения, к примеру, да, по уголовной статье. Только одни экспертизы, если их еще обвиняемые и подозреваемые обжалуют, не соглашаются, просят назначить дополнительно, они могут и занять весь этот период, а потом освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока привлечения. Но гражданско-правовую ответственность никто не отменял. И декриминализация этой 238 статьи, она никак на это не влияет. Вам оказали услугу, не заполнив необходимые документы, в результате пусть у вас не тяжкий вред здоровью, но нет того результата, на который вы рассчитывали, который вам обещали. Идете и в гражданском порядке взыскиваете. Да, это стало сложнее и дороже, потому что вообще сейчас и госпошлины-то увеличились. Но по закону о защите прав потребителей исковые заявления принимаются без оплаты госпошлины. Надо в первую очередь заботиться самому о том, кому вы обращаетесь. Надо проявлять должную осмотрительность и быть внимательным. Надо понимать, что любая медицинская помощь, в том числе косметологическая, когда гражданин идет ее получать, она должна осуществляться в рамках стандартов, утвержденных правительством Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации и республики. Соответственно, вы приходите, первым делом, что должны сделать, вас приняли, пусть это частный, не частный косметолог, вы по рекомендации идете, вам должны надлежащим образом оформить документы. Соответственно, взять анализы
или направить на анализы. Без этого никакое вмешательство, никакие уколы вот косметические, никакие операции там на нос, на брови, еще на что-то там, никакие уколы какой-то там оживляющий, омолаживающий, там вот это, я не знаю, там ботокс, вот это что там у нас популярно, да, вот. Они не делаются без предварительных анализов. У вас должны взять все ваши медицинские документы, посмотреть предыдущую вашу историю, да, и взять у вас анализы. Это раз. Ну, Роман, ну вот в частности, вот те, кто работают там, частники, да, так скажем, косметологи, они, наверное, на это и рассчитывают, что как бы без документов, но они сделают тебе дешевле, но обещают в то же время, что сделают все не делают они дешевле. Люди в основном попадают не потому, что они дешевле делают, а потому что как бы рекомендуют им, кто-то сделал хорошо. Насчет дешевле. Ну, как бы дешевый бывает только сыр в мышеловке, это мы понимаем, да, или бесплатный. Но в данной ситуации надо смотреть в первую очередь не только на ценник, а вот самое главное здесь, если вам колят какие-то препараты или используют какие-то там субстанции, вот опять-таки по стандарту вам должны показать на них сертификаты, показать надписи на самой, маркировку на самой там ампуле и бутылочке, что именно вам предлагают, что вам будут вводить или использовать. Срок хранения, производитель, как бы сертификат на происхождение. Вот все случаи, о которых мы говорим, когда людям причинен вред здоровью, практически все, нигде это не происходило. Препарат неизвестного происхождения, неизвестного качества, купленный где-то на маркетплейсе, не может использоваться при оказании медицинской помощи. Все должно быть сертифицировано. Деятельность самого этого косметолога, она является медицинской помощью, она должна быть сертифицирована. Отсутствие медицинского образования у лица, которое вам колет уколы, это все уже, это триггер. Но помимо просто диплома, даже врача, профильного даже, у него должны быть сертификаты, что он именно проходил обучение по косметологии, что он знает это. Кабинет должен быть опять-таки сертифицирован, должно быть разрешение от Минздрава выдано вести такую деятельность даже именно так. Здесь. Да, ну нельзя. Ну, врачам на самом деле разрешается осуществлять деятельность такую в своей квартире, по месту жительства. Они могут это делать. Это не запрещено, тут ничего такого нет. Если вам говорят, ну придете ко мне, я там живу, вот я там же и принимаю, у меня комнатка есть. Но должен быть сертификат, должно быть разрешение. Документы, как говорится, вот знаете, как в том анекдоте, вам такси ехать или вам шашечки надо? Это такой вопрос. На что рассчитывают большинство этих, скажем так, не совсем добросовестных специалистов? Ну, на то, что никто не будет обращаться. Никто не будет жаловаться? Конечно, там приходят по знакомству, вроде все нормально. Ну, так же не бывает. Если человеку навредили, естественно, надо обращаться. А там возникает вопрос, а ты точно ходил? Вот он откажется и скажет, я не знаю, я ему ничего не делал. Или это не я, так они и говорят в таких случаях. А я не колол, там какая-то девочка колола, а может быть там и не у меня. Вот. Как это зафиксировать? Оформляется обязательным образом на любое вот, медицинское, а это медицинское, подчеркну, вмешательство, согласие. Первое согласие – это на оказание медицинских услуг. Вот вы в обычную поликлинику придете, в коммерческую, в государственную, неважно, вам дадут две бумаги. Одна это будет ваше согласие на передачу персональных данных, то вы согласны, что вот там ваши паспортные все данные, ваши НН, ваш СНИЛС, они уйдут в компьютер, в базу данных. Они не имеют права их распространять, но они у них обязаны быть. Потому что они тоже должны себя защищать. У нас нынешнее законодательство, оно защищает как пациента, так и врача. Потому что врач тоже, мы понимаем, что есть недобросовестные пациенты, которые вот им что-то сделали, а они думают, ага, это было дорого, верну-ка я деньги. Хотя их все устраивает. Поэтому здесь двоякая ситуация. Первое – это согласие на персональные данные. Второе – это согласие, собственно, на медицинское вмешательство. Врач подтверждает в этом формуляре, что он вам сказал собрать все анализы, вы представили все анализы, что вам можно делать этот укол, что у вас нет аллергии на этот укол. Если данных у него нет, вот он смотрит вашу историю болезни, допустим, по программе Промед, которая у нас работает, да, там ничего нет. Он говорит, ну идите сдайте анализы, потом придете. Это работает так, чтобы быть в безопасности для вашего же здоровья. На это надо, да, может быть, где-то потратиться, где-то потратить время. Но без этого никаких гарантий вам не будет. И в первую очередь вы будете пенять на себя, если что-то будет не так. А потом уже предъявлять претензии к косметологу. Роман, к сожалению, социальные сети пестрят у нас, да, с каждым днем, годом, месяцем становится все больше пострадавших от действий недобросовестных косметологов. Но довести до суда, именно до, так скажем, приговора, да, до того, как Фемида вынесет свое решение, получается не у многих. В связи с чем это связано? И вообще есть ли положительные такие Нет, моменты? конечно, есть, привлекают, но дело в том, что
сложности есть доказывания, потому что экспертиза, если наступил вред здоровью, это установит последствия, именно причинно-следственную связь, что это именно вот действие этого косметолога, если он не признается, то это можно сделать либо экспертным путем, либо, чтобы все было очевидно, должны быть документы. В большинстве случаев никаких документов нет. Люди сами приходят и сами отдают свое здоровье, свои деньги, свою безопасность в руки людей, может быть, не совсем чистоплотных в этом части, да, абсолютно не беспокойся об этом. Нельзя беззаботно относиться к своему здоровью. Во-первых, конечно, ну, как бы это такое, не знаю, там, нравоучительная, наверное, позиция, может быть, она не совсем кому-то понравится. Ну, зачем лишний раз себя резать там, где не надо? Зачем лишний раз себе что-то колоть? Ну, задумайся ты, надо тебе это или нет. Если ты в молодом возрасте, 20 небольшим чем-то лет, идешь колоть себе там какие-то, не знаю, там... Препараты, да? Да, препараты там, для увеличения губ, там, для изменения там, каких-то складок. Во многих случаях это надуманно и не нужно. Но это уже момент личный каждого. Но если вы это делаете, вы должны проверить документы, кто вам делает это, каким препаратом это делает, и попросить составить все необходимые бумаги, чтобы у вас на руках осталось подтверждение. Потому что потом оглядываться и говорить, ой, мне это накололи, будет поздно, вам скажут, что это не здесь, вы до этого к другому ходили, это оттуда последствия. Ну, понятное дело. Ну, и для этого, конечно, соответственно, у человека, который делает вам все эти услуги, должна быть лицензия и разрешение от Минздрава. Конечно, да? вот надо это проверять. Ну, помимо этого, что у него будет это разрешение, и он будет иметь все дипломы, все сертификаты, он должен еще надлежащим образом зафиксировать факт оказания вам медицинской помощи. Если вы сами на этом не настаиваете, то с учетом декриминализации вот этой 238 статьи, вам придется доказывать, что вы у него были вообще, и он вам что-то колол. Потому что сейчас вот нету вот этого. До этого было как бы презумпция, ну я грубо говорю, ну презумпция виновности врачей. Что вам не дали бумагу, все, уголовка. Сейчас вам не дали бумагу, да, там административный штраф на эту клинику, если это клиника. А если это частник? За что его привлекать? Еще доказать надо, что он это вам оказывал, понимаете? Да. Поэтому дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Не попадайте в эти ситуации. Законодатель исходит из того, что люди проявляют должную осмотрительность, приходя к таким специалистам. Роман, спасибо большое, что нашел время, объяснил нашим телезрителям очень доходчиво. Я же с вами прощаюсь, ну а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.